Deutsch A1, A2. Строим немецкие предложения. И тема сегодняшнего урока – построение немецкого предложения и использование глаголов с фразами уровня А1, А2. Итак, перед нами несколько слов, с помощью которых мы должны построить немецкое предложение. Все мы помним, что глаголы в немецких предложениях занимают вторую позицию. Не второе место, а вторую позицию. Итак, давайте вспомним перевод данных слов. Заодно вы их повторите или, может, кто-то выучит их. Zeitungen, газеты. Lesen, читать. Jeden Tag, каждый день. Paul. Итак, с помощью данных слов мы составляем предложение. Я советую вам сделать письменно, а в следующий раз уже тренироваться устно. Вы можете ставить на паузу и выполнять столько времени, сколько вам необходимо. Итак, проверяем. Paul liest jeden Tag Zeitungen. Paul читает каждый день газеты. Paul liest jeden Tag Zeitungen. Следующий набор слов. Du, ты, am Wochenende, на выходных, lange, долго, schlafen, спать. И у нас получается предложение. Du schläfst am Wochenende lange. Ты спишь на выходных долго. Du schläfst am Wochenende lange. Следующее. Ihr – это вы. Essen – есть. Gern – охотно. Was – что. Здесь у нас вопросительное предложение, поэтому вопросительное слово was будет стоять на первом месте. Was esst ihr gern? Was esst ihr gern? Что вы охотно едите или что вы любите есть? Was esst ihr gern? Следующее. Über Autos, о машинах. Mein Kollege, мой коллега. Sprechen, говорить. Gern, охотно. И у нас получается предложение. Mein Kollege spricht gern über Autos. Мой коллега любит говорить о машинах. Mein Kollege spricht gern über Autos. Следующее предложение. Fahren, ехать. Zur Arbeit, на работу. Du, ты. Mit dem Bus, на автобусе. И готовое предложение. Du fährst mit dem Bus zur Arbeit. Ты едешь на автобусе на работу. То есть здесь мы видим, что дополнение в дательном падеже, то есть mit dem Bus, предшествует дополнению в винительном падеже. Это нужно запомнить. Du fährst mit dem Bus zur Arbeit. Ты едешь на автобусе
на работу. Следующее. Mühe, усилие. Geben, давать. Ihr, вы. Euch, вам. То есть дословный перевод я пока делаю. Viel, много. И у нас получается предложение. Ihr gebt euch viel Mühe. Вы прилагаете много усилий. Ihr gebt euch viel Mühe. Выражение sich Mühe geben – прилагать усилия. Euch в данном случае является возвратным местоимением. Ihr gebt euch viel Mühe. Вы прилагаете много усилий. Следующее. Sein Auto, то есть он свой автомобиль waschen, мыть jede Woche, каждую неделю. И у нас получается предложение. Wäscht jede Woche sein Auto. Он моет каждую неделю свой автомобиль. Wäscht jede Woche sein Auto. Следующее. Über die Straße, по улице, laufen, бегать, бежать, eine Katze, кошка. И мы строим немецкое предложение. Eine Katze läuft über die Straße. Eine Katze läuft über die Straße. Кошка бежит по улице. Следующее предложение. Jens – это имя. Mich – меня. Nicht – не. Sehen – видеть. Jens sieht mich nicht. Jens не видит меня. Jens sieht mich nicht. Следующее. Luisa. У нас Луиза. Ihrer Mutter. Своей маме. Helfen. Помогать. Im Garten. В саду. И у нас получается предложение. Luisa hilft ihrer Mutter im Garten. Луиза помогает своей маме в саду. Luisa hilft ihrer Mutter im Garten. Следующее предложение. Кому времени не хватает, ставьте на паузу. Immer – всегда. Anna – Анна. Tragen – нести или носить. Sportschuhe – кроссовки, то есть спортивная обувь. И у нас получается предложение. Anna trägt immer Sportschuhe. Анна носит всегда спортивную обувь. Anna trägt immer Sportschuhe. Следующее предложение. И здесь у нас пошли глаголы с приставками. То есть глаголы будут с отделяемыми приставками и неотделяемыми приставками. Глагол vergessen, как вы думаете, приставка ver отделяется или нет? Значит, глагол vergessen с неотделяемой приставочкой забывать. Oft – часто. Du – ты. Deine Freunde
Твои друзья, данное выражение стоит в генитив, то есть твоих друзей или своих друзей. Die Geburtstage, дни рождения. И у нас получается предложение. Du vergisst oft die Geburtstage deiner Freunde. Ты забываешь часто дни рождения твоих или своих друзей. Du vergisst oft die Geburtstage deiner Freunde. Следующее предложение. Ihr, вы, treffen, встречать. Или в данном случае будет встречаться, потому что возвратный глагол, здесь присутствует возвратное местоимение euch и вопросительное слово wann, когда. И у нас получается предложение. Wann trefft ihr euch? Когда встречаетесь вы? Wann trefft ihr euch? Следующее предложение. Sie – это у нас единственное число, она. Глагол aufstehen. Вспоминаем, отделяется ли здесь приставка auf. Jeden Morgen, каждое утро, 6, в 6. И у нас получается предложение. Sie steht jeden Morgen 6 auf. Она встает каждое утро в 6. Sie steht jeden Morgen 6 auf. Следующее. Это он. Zurückkommen. Возвращаться. Дословно приходить назад, приезжать назад. In 2 Wochen. Через 2 недели. И готовое предложение. Kommt in 2 Wochen zurück. Он приезжает через 2 недели. Kommt in 2 Wochen zurück. Следующее предложение. Ich, я, verstehen, понимать, Ihre Frage, ваш вопрос. И глагол verstehen с неотделяемой приставкой. У нас получается готовое предложение. Ich verstehe Ihre Frage. Я понимаю ваш вопрос. Ich verstehe Ihre Frage. Следующее. Ich, я, besuchen, посещать, навещать, meinen Onkel, моего дядю, im Sommer, летом. И готовое предложение. Ich besuche im Sommer meinen Onkel. Я навещаю своего дядю летом. Ich besuche meinen Onkel im Sommer. Следующее. Sie, она, это singular. Aufhängen, вешать. Вспоминаем приставочку. Будет ли она отделяться в предложении. Aufhängen, вешать. Die Wäsche, белье. Zum Trocknen, на просушку. И
Готовое предложение. Sie hängt die Wäsche zum Trocknen auf. Она вешает белье на просушку. Sie hängt die Wäsche zum Trocknen auf. Следующее. Я, mitkommen. Идти с кем-либо вместе, nicht, не. Приставка mit – это будет отделяемая приставочка. Ich komme nicht mit. Я не иду с вами или с тобой. Ich komme nicht mit. Следующее. Die Musik, музыка, gefallen, нравится, mir, мне. И готовое предложение. Die Musik gefällt mir. Музыка нравится мне. Die Musik gefällt mir. Следующее. Он, einkaufen, делать покупки. Im Kaufhaus, в универсаме, в универмаге. Im Stadtzentrum, в центре города. И у нас получается такое предложение. Kauft im Kaufhaus, im Stadtzentrum ein. Он делает покупки в универсаме, в центре города. Kauft im Kaufhaus, im Stadtzentrum ein.